Для поздравления на сцену приглашается председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев. Дорогие друзья, мы собрались на очень такое событие, которое уходит и вглубь десятилетий, а может даже с целого столетия, и заглядываем вперед еще лет на 100. Очень важно сегодня труд наших писателей. Это творческие работники. Мне посчастливилось быть знакомым с первым председателем Союза писателей Николаем Георгиевичем Доможаковым. Зимним вечером однажды в Усть-Абакан он ко мне приехал. Ну, не сказать, что это было давно, лет, наверное, 54 или 5. Зашел небольшой мужик, слышал я о нем, как о великом человеке, но не общался. И вот заходит ко мне, расспрашивает, откуда, что, где, мама, папа, кто у тебя, дедушка, и всех расспросил. И потом он мне сказал, слушай, вот ты сейчас комсомол возглавляешь, а у нас в Агалах дальних уже перестали изучать хакасский язык, хакасы. Это было 54 года назад, в 65 году. Хотя в то время преподавание по 7 класс, или потом по 8 класс включительно, у нас велось хакасского языка во всех школах, там, где компактно проживали хакасы. И вот когда наступила эпоха Сороса, этого законченного негодяя, который подорвал не одно государство, и у нас появились грантополучатели Сороса, по всей стране, в том числе и в Хакасии. И мы как-то незаметно прекратили изучение хакасского языка. Как-то прекратили. Не поднялась общественность наша, но никто, вообще никто не шумел. Писатели тоже как-то промолчали. Журналисты, может, так где-то в кухнях об этом говорили. А я еще раз напомню, дорогие друзья, я начал бы не с этого, что там, я полностью сегодня преклоняюсь перед всеми именами, которые были названы, которых нет, которые сегодня заслуженно получили награды здесь. Я просто хочу напомнить, что впервые в тысячелетней истории Хакасии Верховный Совет 25 лет назад принял закон о хакасском языке. Впервые четверть века назад он стал государственным языком наряду с русским. И вот я хотел, чтобы тоже в силу разных обстоятельств, ведь не просто ленность была, или почему многие не знают хакасского языка современного. Хакасы, самое главное, примерно 35% по разным оценкам, 30-35, это больше, не владеют хакасским языком. Понимаете, нет языка, нет народа. Нет народа, нет проблем. Поэтому великое достижение было после 1917 года, когда языки многих десятков народов Советского Союза были возрождены и получили развитие. И мы добились, что у нас писательские организации уже появились в то время. Сегодня надо развивать это направление дальше. У нас вот есть еще одна кузница. Кроме университета, есть, конечно, это Хакасский научно-исследовательский институт, прошу внимания, языка, литературы, истории. А как же мы развиваем язык? Мы, кстати, толкового, серьезного словаря за последние 50 лет ни одного не издали. Это была попытка чего-то как бы издать. А последние 25 лет вообще, перепечатали там где-то какие-то старые недоделанные словари. Вот чем надо заняться и науке нашей, и прикладной, и теоретической, и всякой заняться. Надо возродить хакасскую филологию.
Вот у нас вроде и докторов наук уже появилось, и профессоров много, да. А филология наша хакасского языка не развивается. Вот Михаил Иванович Доможаков тоже имел честь с ним учиться в одной школе. Правда, он у меня старше был на 9 лет, но в разное время. И вот это последний доктор филологии, или первый доктор филологии хакасского языка, как-то забыли о том, что он писал, что он пропагандировал, что он создавал. Я думаю, надо продолжить. Уже вот почти 30 лет с нами, почти уже скоро нет как. Но тем не менее, у нас затихло. Мы увлеклись историей, писанной, придуманной, искусственной, какой только отображением и все. Но это не главная история. Ведь главное, я почему обращаюсь вот к писателям нашим сегодня, и сегодняшним в том числе. По вашим трудам будут судить, какой образ жизни вели, там, скажем, лет 100 назад. Как вообще думал народ, о чем он мечтал, какие ценности исповедовал он в то время. Вот по вашим литературным произведениям будут судить. И в то же время в ваших произведениях ставится задача, как жизнь сделать получше, прекраснее, добрее, светлее, справедливее. Это как раз в ваших произведениях. Вы должны, не Маркс и Энгельс должны новую программу создания условия, а она как раз в трудах писателей. Мы же сегодня чтим писателей, таких как Толстой, Тургенев, Пушкин, поэты, Лермонтов. Это философы были, Достоевский, которые внесли высочайший вклад в мировую культуру, вообще в мысль. И вот надо, чтобы наши достигали писатели этих же целей. Я бы хотел пожелать творческого развития, горения. И не просто записать какую-то там историю или страницу, или ничего. А самое главное, чтобы на ваших книгах, на ваших произведениях, даже простых, коротких повестях, зарисовках, учились поколения людей, как правильно, справедливо, достойно жить на этой земле, как строить взаимоотношения с другими. Это очень важно. Я бы хотел вот сегодня действительно поздравить наших писателей. Вот Геннадий Майорков здесь, мы с Геной учились в одной школе. Он и тогда еще в школе высказывал соображения какие-то там литературные. Но по математике не было равных. В то время мне. Да. И мне приходилось своей сестре Геннадию и Алексею Ивановичу Солдатову, который потом у нас был министром образования, решать им задачи. Хотя я был и младше. Я учился в более младших классах. Но дело не в этом. Вот Геннадий Майорков, я действительно искренне его люблю, он даже не знает, что я читаю в эти четыросфишки, которые многочисленные, они у меня дома имеются, я иногда особенно читаю и смотрю. Живет он постоянно, по-моему, в Белом Яре сейчас, но это вот яркий пример. Вы знаете, не надо, у него нет огромных фолиантов книг, толстых в золотом переплете, но то, что он издает, это очень метко замечает явления жизни и, по сути, поведение, в конце концов, людей, и как они воспринимают окружающий мир, как оценивают и все остальное. Так что любое произведение писателя нашего, большое, объемное или оно малое, но оно имеет глубину какую-то, другую ценность. Поэтому я хотел бы еще раз вас всех поздравить за великий, это очень тяжелый творческий труд. Это люди думают, что так, между делом что-то так попрыгали, где-то там что-то написали. Нет, это тяжелейший труд. Истинный, ответственный творческий писатель, журналист, поэт, кто угодно, они испытывают огромные трудности при создании своих произведений, глубинных, больших, объемных или даже тем более маленьких по объему. Но они действительно настоящие творческие работники. Я сегодня хотел бы поздравить всех. Вот Валентин Олегович сегодня как раз вручил награды
к нашим выдающимся людям, которые не просто за один год что-то они сделали. По сути, отмечен труд их за многие десятилетия. Вот Валя Шулбаева, мы с комсомола с ней всегда шли, как говорят, вместе. Всегда. Она еще, сама еще молодая совсем была. Но она и сегодня еще молодая, но не знаю. Лет 80 есть, то нормально. А так, вот я сегодня рад приветствовать и высказать вам огромное спасибо, огромное дело делаете. Но помните, что впервые за 1000 лет хакасский язык признан на территории Хакасии государственным. Надо писать на этом языке, творить стихи, все остальное делать. Сейчас никаких препятствий и препонов, как говорят, нет. Ни технических, ни организационных. Только творить. Раньше, чтобы издать маленькую статью в журнале в каком-нибудь, он 100 раз это перепишет рукой, потом 5 раз перепечатать заставит на машинке ночью или там утром, в 3 утра. И только потом, когда-то, да еще если пропустит или не пропустит, и увидит срок. А сейчас все. Мысли прошли, электроника у нас, цифр, век цифр, мы совершенно в другую эпоху живем. И по сути можно читать произведение или начитывать в течение 2-3 дней там 100-150 страниц прекрасного текста о чем-то там и так далее доработать. Совершенно изменился даже и сам творческий труд, но и донесение этих мыслей, изложение совершенно другое. Поэтому я еще раз вас поздравляю. Использовать надо все эти достижения активным образом. И самое главное, пожелать вам действительно творческих успехов, чтобы ваши произведения жили у нас вечно. Ну и, конечно, совпало, что вот 100-летие Михаила Еремеевича Кельчичакову, я его помню, люблю, я его критиковал при жизни. Когда он умер, я никогда не сказал ни одного критического слова. А вот то, что я всегда хотел, чтобы и он даже был лучше, хотя он был прекрасен, но я еще хотел, чтобы он был лучше. И поэтому мы жили даже на одной площадке, немножко, он умер, совсем мало пришлось там жить вместе. И вот он действительно в жизни не только какой-то вот сегодняшний, он и еще довоенной молодежи, хотя сам он молодой человек был, с 21-го года рождения попал на фронт. И вот для той категории людей, для современников и тех, кто младше его, он внес серьезную вообще корректировку их жизни, воспринятие жизни. Ведь после того, как произведение Михаила Еремеевича прочитаешь, ты становишься немного сам почище, хотя бы в мыслях. Может, в делах не совсем иногда, но в мыслях, а потом они двигают поступками. И поэтому это колоссальное. Надо нам его действительно пропагандировать всячески, творчество Михаила Еремеевича. Оно зовет тоже на подвиг, на прекрасную жизнь, на честность, на порядочность, на все остальное, все, что у нас есть и окружает нас в жизни. Я думаю, что это очень здорово. Я бы мог назвать еще многих людей, которые в моей жизни. Сергей Пестунов, или Пестунович его фамилия, девичья, я всегда шутил, говорю, Сережа, у тебя девичья да фамилия Пестунович, а ты так Пестунов стал. Ну, писатель, он и поэт был, и писатель, и рыбак, и охотник, и браконьер, и боец молодец такой был. Ну, нету их. Леня Городецкий, поэт был, журналист. Вот их тоже можно назвать. Они были подлинными патриотами нашей любимой Хакасии. Они были, да, они русскоязычные были, писатели, журналисты, но они были подлинными патриотами Хакасии. Они считали это своей малой родиной в огромной нашей стране. И это очень важно. Вот Генрих Боровик сегодня выходил, Это замечательнейший человек. У него супруга была лесовод, великий лесовод. Она специалист. По-моему, они творчески создавали многое-многое то, что сегодня остается нам в наследие. Наша задача — брать на вооружение и, как говорят, создавать еще прекраснее жизнь, которая нас окружает.
праздником вас, дорогие друзья. Спасибо. А мы продолжаем церемонию награждения. Благодарственное письмо Верховного Совета Республики Хакасия за активную общественную работу и гражданскую позицию, плодотворную работу по воспитанию литературной молодежи и значительный вклад в развитие хакасской культуры вручается Курбижековой Альбине Васильевне, члену Союза писателей России, лауреату литературной премии главы Республики Хакасия имени Моисея Ваинова, председателю правления Союза писателей Хакасии. Благодарственное письмо Верховного Совета Республики Хакасия за многолетний добросовестный труд, преданное и верное служение своей профессии и значительный вклад в развитие культуры Республики Хакасия вручается Бурнаковой Надежде Афанасьевне, директору Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия, Дом литераторов Хакасии. Общее фото на память. Дорогие друзья, еще раз помните, отмечая праздник, помнить, что мы еще не успели сделать. Работать надо. Спасибо. Благодарим вас, Владимир Николаевич, и провожаем заслуженными аплодисментами награжденных. Мы поздравляем вас, уважаемые, заслуженными и достойными наградами. В этот праздничный день действительно в зале царит особая торжественная атмосфера. Здесь сегодня тепло от искренних слов поздравлений и радостно от того, что это торжественное мероприятие сегодня нас всех объединило. И это значит, что праздник продолжается.